окружной администрации города Якутска об итогах работы за 2019 год. Внимание, гимн города Якутска. Слово предоставляется главе городского округа город Якутск Сардане Владимировне Аксентьевой. Добрый вечер, уважаемые участники ежегодного отчета окружной администрации. В эти дни отчеты, традиционные отчеты мэрии города Якутска проходят во всех округах нашего города. Но отчеты пока идут неплохо. И я приняла решение, что перед жителями Губинского округа в этом году я должна отчитаться сама, услышать ваши наставления, вашу оценку нашей работы, вместе обсудить, что мы с вами сделали в 2019 году и скорректировать наши планы на 2020 год с учетом вашего мнения. Ну, предварительно прошел отчет управы Губинского округа. Работу вы оценили их нормально. Но я думаю, что в современных условиях, конечно, никто работу муниципалитета на отлично не оценит. Мы этого и не ждем. Но мы надеемся, что те усилия, которые мы приложили в 2019 году, были заметны и для жителей вашего округа. Поэтому, я думаю, что более подробно я в отчете остановлюсь. Сейчас вам показали короткий ролик по итогам нашего года. Я чуть раньше подошла, мне сказали, не заходи, пока фильм не закончится. Подержали меня в дверях, чтобы я вам не мешала просмотру вашему. Ну, надеюсь, что этот ролик тоже был информативен. Ну и организаторы отчета мне сказали, что у нас в самом начале есть несколько приятных моментов. Ну вот, прошу приступить. 2020 год объявлен годом памяти и славы в Российской Федерации, годом патриотизма в Республике Саха-Якутия и годом поколений в городе Якутске. Сегодня, отдавая дань уважения нашим уважаемым ветеранам войны и тыла, и в связи с 90-летним юбилеем награждается ветеран тыла и труда Васильев Алексей Семенович.
ветеран связи Республики Саха-Якутия, почетный старейшина Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Ильгайского и Талонского наследников Сунтарского улуса, почетный ветеран Республики Саха-Якутия. Алексей Семенович и в наши дни занимается активной общественной жизнью, участвует в соревнованиях по народным настольным играм. Решением Якутской городской думы от 25 декабря 2019 года за вклад в социально-экономическое развитие городского округа город Якутск и многолетний добросовестный труд наградить медалью «Трудовая доблесть города Якутска» Васильеву Марию Петровну, заведующую муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад номер 29 «Золотая рыбка», глава городского округа город Якутск Сардана Авсентьева, председатель Якутской городской думы Альберт Семенов. За реализацию проекта по развитию местного сообщества «Дружим домами», посвященного Году добрососедства, наградить благодарственным письмом Чупина Романа Сергеевича, генерального директора управляющей компании «Якутск». Роман Сергеевич вместе с советами многоквартирных домов 203-го микрорайона проводит огромную общественную работу. Благодаря совместной деятельности «Дружим домами», посвященного Году добрососедства, наградить благодарственным письмом Чупина Романа Сергеевича, генерального директора управляющей компании «Якутск». Роман Сергеевич вместе с советами многоквартирных домов 203-го микрорайона проводит огромную общественную работу. Благодаря совместной деятельности «Дружим домами». Так, предлагаю построить нашу с вами работу следующим образом. Я сейчас вкратце отчитаюсь, остановлюсь на основных моментах, а потом думаю, что все-таки будет более продуктивно и более интересно, если вы будете задавать вопросы, а я со своими коллегами, значит, список... Я со своими коллегами, значит, ответим на ваши вопросы. Я бы хотела сказать, что сегодня здесь присутствует довольно большая группа рабочая. Значит, ну, Аяла Семеновича Бурцева, я думаю, что вы все знаете, руководитель управы Губинского округа. Значит, присутствуют депутаты от вашего округа: Дмитрий Владислав Михайлович и Пахомова Наталья Николаевна, депутаты Якутской городской думы. Присутствует руководитель управления здравоохранения города Якутска при Министерстве здравоохранения Леонид Аркадьевич Абросимов. Директор МУП «Жилкомсервис» Валерия Сергеевна Белоус. Директор расчетно-биллингового центра Галина Михайловна Банарь. Начальник управления физической культуры и спорта Константин Семенович Бурцев. Светлана Николаевна Василенко представляет департамент предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта города. Михаил Михайлович Догордуров, руководитель службы информации, рекламы и контроля. Значит, представитель руководства ПРАО департамента города Якутска Друзьянова Акулина Бориславовна. Светлана Емельяновна Иванова, департамент жилищных отношений. Алексей Дмитриевич Корнилов, директор главного архитектурно-планировочного учреждения. Татьяна Акимовна Корякина, начальник департамента экономики. Юлия Сергеевна Лазарева, управление культуры и духовного развития. Оксана Алексеевна Максимова, начальник отдела опеки и попечительства города Якутска. Ольга Николаевна Максимова, начальник департамента финансов. Семен Иванович Матвеев, руководитель управления социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития. Дина Олеговна Николаева, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города. Игнатий Пионерович Попов, руководитель агентства земельных отношений. Директор МУП «Городские бани» Василий Григорьевич Паскачин. Начальник управления образования Алексей Клементьевич Семенов. Начальник управления внедрения информационных технологий Алексей Прокопьевич Семенов. Заместитель главного врача по детству медицинского центра города Якутска Анастасия Михайловна Татонова. Начальник департамента градостроительства Динара Михайловна Уарова. Начальник отдела подготовки и сопровождения строительства МКУ «Главстрой» Валентина Николаевна Узункулева. Генеральный директор агентства по развитию территории Владислав Степанович Федоров и начальник департамента имущественных и земельных отношений Жанна Викторовна Якименко.
Вот таким составом мы готовы ответить на ваши вопросы после того, как я вам краткую информацию доложу. Но, значит, основными событиями 2019 года для нас явилось, конечно, начало действия федеральной адресной программы переселения из аварийного жилья, которое, значит, началось в 2019 году и продолжится до 2025 года. Значит, по этой федеральной программе улучшили свои жилищные условия 724 человека. По нашей городской муниципальной программе улучшили свои жилищные условия 216 человек. 87 молодых семей получили в 2019 году социальные выплаты по программе обеспечения жильем молодых семей. Также были обеспечены жильем дети-сироты. 268 квартир выделено детям-сиротам. И также, значит, мы выделили на сумму 25,5 миллионов рублей жилье для граждан с хроническими заболеваниями. Но нужно отметить, что предоставление жилья для граждан с хроническими заболеваниями – это, значит, функция республиканская. Тем не менее, бюджеты своих средств эти деньги выделяет с последующим возмещением из республиканского бюджета. Но что касается строительства социальных объектов, то я думаю, что как раз жители Губинского округа ощутили это на себе в полной мере, как никто другой, потому что вы увидели, что, значит, введена школа АИК-ГАТА, построен детский сад «Цветик-семицветик». На днях состоялась приемка, не открытие, приемка детского сада «Звездочка». Значит, построено прекрасное здание детской школы искусств номер 2, открыта замечательная смарт-библиотека тоже в 203 микрорайоне. Вот, и начато строительство еще одной школы, вот тоже в 203 микрорайоне. Что касается города, то введена в эксплуатацию школа номер 35 за счет муниципальных средств, отремонтирована Кангаласская средняя школа, построена школа номер 6, школа номер 25, детский сад Ивушка в Сайсарах, детский сад в поселке Сырдах, построен детский сад, значит, на 17-м квартале на улице Пионерской, значит, и готовится к открытию сейчас прекрасный Дом культуры и творчества имени Гагарина в Гагаринском округе. Вообще, конечно, огромной проблемой города Якутска является переполненность городских школ. Если у нас школы планово рассчитаны на 22,5 тысячи обучающихся, то фактически у нас с вами сегодня детишек учатся в школах более 47 тысяч детей. То есть перегруженность более чем в 2 раза. Детишек много – это хорошо, но мы должны быть готовы. Более того, те очень хорошие меры поддержки семей, которые предусмотрены и прозвучали, озвучены в послании Федеральному собранию, значит, президентом нашей страны Владимиром Путиным, они, конечно, замечательные меры, дай бог, чтобы они были реализованы в полной мере, как прозвучало в послании. Они, конечно, говорят о том, что нам, властям, необходимо готовиться к тому, что через несколько лет у нас детишек станет еще больше, и это хорошо. Плюс к этому у нас, конечно, ну, как у любого столичного города, центра субъекта, и за счет внутренней миграции также увеличивается количество школьников. В этом году мы опять увеличились на 2200 детишек, которые приехали к нам с районов, переехали вместе с родителями. И я думаю, что, в принципе, конечно, для каждого из нас это понятно. Люди стремятся переехать туда, где лучшее образование, лучшие садики, больше возможностей для детей. В свое время родители многих из нас переехали в город также, поэтому это, конечно, нормальные процессы, естественные процессы внутренней миграции. Что касается садиков, у нас проблема та же самая. Сейчас у нас воспитанников, маленьких воспитанников детских садов уже более 18 тысяч. И сохраняется довольно большая очередь детишек, которые ждут получения места в детские садики. С 0 до 3 лет, от рождения до 3 лет, но вы знаете, к сожалению, как только рождается маленький человечек, он вынужден сразу вставать в очередь. Это такая вот как бы наша с вами печальная статистика. От 0 до 3 лет в очередь на получение детского садика стоит более 9,5 тысяч малышей. В возрасте от 3 до 7 лет у нас стоит почти 4 тысячи детей в очереди в садике. Несколько облегчили ситуацию, значит, открытие частных детских садов. На сегодняшний день действует в городе Якутске 37 частных детских садов, которые посещают порядка 3,5 тысяч детишек. Но проблема общая, значит, и школы, и детских садов на сегодняшний день заключается в том, что, ну, во-первых, их физическое состояние.
Школы стареют, и даже школы, построенные, ну так скажем, в 80-х годах, уже становятся проблемой. Но у нас есть школы, построенные гораздо раньше. И это в центре города. И это в 21 веке, в столице Алмазного края. И, конечно, это наша большая проблема. На сегодняшний день муниципалитет не имеет собственных средств на ремонт школ. Чуть более 19 миллионов заложено в бюджете на 2020 года на ремонт и значит, текущий ремонт школ и детских садов. Этого, конечно, недостаточно. Но в частности, если говорить о Губинском округе, довольно серьезно стоит проблема по 21-й школе. Но нужно отметить здесь очень такую плодотворную, энергичную работу директора школы. Он здесь присутствует в зале? Да. Большое вам спасибо. Вот благодаря вашей активности возникают такие планы, когда вы готовитесь и получить деньги из федерального бюджета. Мне сказали, что значит, потенциал хороший, возможности довольно серьезные. Проектно-сметная документация пока не готова, но есть локальная смета. Я ее видела на 25 миллионов. Было бы очень хорошо, потому что, конечно, центр города перегружен, и, безусловно, этот проект мы поддержим в части софинансирования этого проекта и так далее. То есть мы должны войти в федеральный проект с этим. Следующая история – это значит, нормативы подушевого финансирования. Они не индексировались с 2015 до 2016 года. Значит, если мы говорим о старшеклассниках, на одного ребенка, обучающегося на русском языке, предусматривается в год более, ну, чуть более 90 тысяч рублей, и из них только порядка 3 тысяч рублей, собственно, на учебные расходы. На учебные расходы. Все остальное, значит, это направляется на зарплату работников образовательных учреждений. И, конечно, 3000 рублей на одного ребенка в год – это крайне мало, поэтому, к сожалению, школы на сегодняшний день собирают с родителей плату для того, чтобы покупать какие-то дополнительные пособия, значит, каким-то образом за счет родительской платы, значит, улучшать материальное состояние школ. Безусловно, по этому поводу поступает очень много жалоб, но мы должны понимать, что, к сожалению, пока так. 2020 год мы поставили перед собой, перед управлением образования, перед департаментом финансов, перед правовым департаментом нашим, что мы будем отстаивать интересы все-таки наших детишек, обучающихся в школах города Якутска, в детских садах города Якутска. Та же самая проблема с финансированием детских лагерей и то же самое по дополнительному образованию. Мы будем отстаивать, значит, позицию, что все-таки эти нормативы тоже должны индексироваться. Но мы понимаем, что и у республиканского бюджета тоже есть проблемы. К сожалению, недофинансированность, она на всех уровнях бюджетах есть. Но, тем не менее, значит, нам совместно надо будет искать подходы, каким образом нам это сделать. Значит, в 2019 году мы отремонтировали, мы вошли в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Значит, взяли на себя изначально, поставили перед собой амбициозную задачу войти как можно с большим количеством объектов. Работа прошла не без трудностей, и вы за этим тоже наблюдали, видели все. Но тем не менее, по городу Якутску программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги», она выполнена. И я бы хотела поблагодарить и жителей города Якутска, ну, конечно, дорожников в первую очередь, наши технадзоры, дорожники, общественную комиссию по проверке, значит, работ всех неравнодушных граждан, что всем городом мы приглядывали за строительством дорог. И, конечно, хотя строители мне жаловались, что им мешают работать и так далее, но я считаю, что это позволило нам совместными усилиями, все-таки строители же понимали, что за ними следят, у всех смартфоны, у всех глаза, у всех связь, интернет, соседские группы, WhatsApp в Якутии – это вообще уникальное явление. И поэтому, конечно, работы выполнены относительно качественно. Но, тем не менее, у нас есть нарекания. Поэтому не прошла кое-какая оплата по объектам, которые нам не нравятся, условно говоря. Но вы знаете, есть у нас претензии по участкам, в какую сторону показывать-то? Туда. Ларионова, Сорона-Маллана, есть волнистость, есть там нестыковка, там неплотная сцепка, значит, верхнего и нижнего слоев. Эти работы не оплачены. По этой же причине, друзья мои, предвосхищая ваш вопрос, пока не работает светофор. Потому что он попал в этот массив работ, которые мэрия не оплачивает. Но в ближайшее время мы этот вопрос решим.
Значит, ну, по дорогам, я думаю, что вы еще зададите вопросы. В принципе, все сделано, все исполнено. Все исполнено, никаких претензий со стороны федерального центра к городу Якутску нет. Мы в 2019 году мы с вами отремонтировали 186 детских площадок по городу. Провели инвентаризацию 400 детских площадок, 186 детских площадок мы с вами отремонтировали. И построили 17 новых детских и спортивных площадок. Понимаю, немного, но тем не менее. Отремонтированные, сделанные, это тоже почти 200 из 400, которые мы с вами проинспектировали. Эту работу мы совместно все вместе проведем. Вы знаете, что с 1 апреля 2019 года мы понизили, значит, установили единый пригородный тариф и по многим направлениям снизили проезд на пригородных автобусах. И вот я просто для себя села, посчитала, например, для жителей Кангаласов из семьи в 3 человека экономия в месяц составила, ну, где-то порядка 2800 рублей, ну, умножьте в год. Я думаю, что для наших семей, которые проживают, ну, в Кангаласах живут не самые богатые люди, правильно? Я думаю, что это ощутимо, и мы получили положительные отклики от жителей. Да, кое-где повысилось. Но это потому, что в предыдущее время тариф был рассчитан немножко некорректно, кое-где было занижение. Кое-где повысилось, но у большинства, преимущественно 95%, она понизилась. Мы пошли чуть дальше и в сентябре прошлого года приняли решение о том, что с 1 января 2020 года проезд для всех детишек из малообеспеченных семей будет бесплатным. Мы считаем, что это, конечно, социальная защита – это не полномочия муниципалитета. Но мы посчитали, что вот на это мы должны потратить городские деньги, потому что все-таки это тоже для семей с небольшим доходом большое подспорье. Если в школе… Ну, раньше, вы помните, этой льготой пользовались многодетные семьи, и это правильно. Сейчас мы немножко расширили, и этим пользуются теперь все малоимущие, независимо от количества детей. Будь один ребеночек, будь 2 ребеночка, 3, ну и выше, все этим пользуются. На сегодняшний день бесплатные проездные билеты получило более 2500 детишек. Управление социальной защиты считает, что их может быть до 5000, но разъяснительная работа в школах и так далее продолжается. Но в первый же месяц оформило 2500 детишек, они вот реально пользуются бесплатным проездом. Мы ставим перед собой следующую задачу. Сразу не говорю сроки, потому что мы пока не знаем. Нам надо смотреть наше финансовое состояние, мониторить наше финансовое состояние. Если где-то мы сможем еще сэкономить, то мы это решение примем. Но мы к этому продвигаемся, чтобы все школьники города Якутска в автобусах ездили бесплатно. Пока не хлопайте. Когда решим, тогда будете хлопать. Так, дальше. Значит, мы купили 8 автобусов для муниципального предприятия ЕПАК. И, значит, выдали микрозаймов предпринимателям, которые ездят на маршрутных автобусах, чтобы они приобрели еще 20 новых автобусов. Вот. Мы с вами построили 4 теплых остановки дополнительно. Но сейчас остановлюсь, там есть проблема у нас на самом деле, да. И на те дополнительные доходы, в том числе вот и от экономии, от оптимизации, от продажи этих несчастных джипов, от которых я уже сама устала, но тем не менее, меня очень часто спрашивают, я говорю, ну кроме продажи джипов мы еще много чего в городе сделали, но все только про эти джипы, ну ладно, черт с ним. Так вот, продали джипы, запустили социальное такси. И около 2500 рейсов выполнено для лежачих больных. Это ветераны Великой Отечественной войны, не обязательно лежачих, конечно же, да, и инвалиды 1 и 2 группы в рабочие дни до 18 часов до социальных учреждений. Их забирают прямо с квартир, значит, доносят их до такси и следом поднимают их до социального учреждения. Я считаю, что это хорошая помощь и самим людям, которые страдают опорно-двигательными заболеваниями, там, и вообще таким комплексом болезней, который не позволяет им куда-то выезжать. Но вообще воспользовалось около 2000 человек, 1856. Я думаю, что это хорошо, и я думаю, что это правильно. Мы в 2020 году эту работу продолжим. Что касается национальных проектов, город Якутск участвует во всех национальных проектах, в которых могут участвовать муниципалитеты.
Вы знаете, в Российской Федерации, значит, 12 национальных проектов, в которых могут участвовать территории. Ну, еще один национальный проект, он как бы такой большой, называется он магистральные там инфраструктуры, но это как бы федеральный проект. Да? Мы участвуем с вами, город Якутск, в программе «Демография». По нему мы приобрели в 2019 году два помещения под ясли-сады. Мы с вами участвуем в программе образования, открытые центры образования «Точки роста» в Табаге и в Тулагино. 11 городских школ получили цифровое оборудование по федеральной программе образования. И под занавес ушедшего 2019 года Хатасская школа у нас получила также федеральный грант. Всего 6 школ по Российской Федерации получили гранты, и среди них Хатасская школа. Я считаю, что это успех и педагогического коллектива, и школьников, которые готовили проекты. Мы участвуем с вами, как я уже сказала, в программе «Жилье и городская среда». Мы участвуем с вами в программе «Безопасные качественные автомобильные дороги». Мы участвуем с вами в программе «Цифровая экономика». И, кроме всего прочего, город Якутск является одним из пилотных городов по реализации программы «Умный город». Сейчас мы на этапе разработки, но это не мы такие медленные, а дело в том, что сначала занимался МинЖКХ, потом занимается Минстрой, нормативные документы значит, меняются, но тем не менее, благодаря предыдущей деятельности Айсена Сергеевича Николаева и всех остальных моих предшественников, город Якутск очень готов. Нам надо кое-что там немножко докрутить, и мы уже в принципе готовы. Вот. И, значит, мы участвуем также в национальном проекте «Культура» и детская школа искусств. И первая, и вторая школа у нас получили по этой программе, значит, музыкальное оборудование. В 2020 году мы также продолжим участие во всех национальных проектах, в которых могут участвовать муниципалитеты, и намерены добиться большего финансирования, в размере 3 миллиардов рублей. Я думаю, что для города Якутска это будет хорошее подспорье. Ну и это тоже не предел. Мы ставим перед собой задачи расширять наше участие. Задача 2020 года, если прямо очень коротко, крупными мазками. Продолжаем значит, реализацию программы «Федеральные безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году мы сделаем с вами 22 объекта новых. 22 объекта – это почти 26 километров. 26 километров. Плюс к этому у нас с вами 11 переходящих объектов 2019 года. Переходящие они не потому, что мы с вами что-то не успели в 2019 году, а потому что по контракту они были отконтрактованы на 2 календарных года. И в этом году по 11 объектам мы будем заканчивать, в основном это благоустройство. Озеленение, освещение, ограждение, вот эти вещи мы по 11 объектам значит, завершить должны в этом году. Мы после юридического финансового решения вопроса о компенсации выпадающих доходов города Якутска, если интересно, потом могу рассказать дополнительно о бюджете. Значит, порядка 300 с лишним миллионов мы должны получить с республиканского бюджета по выпадающим доходам. На эти деньги мы планируем начать снос 17-го квартала. Потому что проблема затянулась, и даже тех людей, которые не проживают в 17-м квартале, этот вопрос волнует. И, конечно, все мы переживаем за наших горожан, которые проживают в этом районе. Так ведь? Вот, начнем и снесем для начала 16 домов. Серьезные у нас планы в этом году по уличному освещению. Вообще мы провели в сентябре месяце социологический опрос по городу Якутску. Там много разных вопросов всплыло, и меня как главу города беспокоило то, что 50% жителей города Якутска в родном городе не чувствуют себя в безопасности. И сели мы подумали, какие причины способствуют этому. Понятно, слабая освещенность улиц, значит, понятно, лжекафе, понятна ситуация вокруг увеселительных заведений, в целом работа правоохранителей. И мы решили для себя, что мы упор нынче сделаем на уличное освещение. Более 20 тысяч метров городских улиц будут освещены в этом году. Найдем деньги, добавим еще.
Мы должны установить новые видеокамеры. На сегодняшний день в городе Якутске действует более 120 видеокамер, и это позволяет нам ежегодно снижать уличную преступность, вот в тех местах особенно, да, это столичная полиция подтверждает, уличная преступность ежегодно, вот по итогам 2019 года тоже снизилась на 4%. Казалось бы, циферки небольшие, но в масштабах нашего города в количестве это довольно много, потому что мы с вами растем. Старожилы помнят, когда в городе Якутске было там около, наверное, 100 тысяч жителей, да? Сейчас нас 325 по данным статистики, по данным ресурсникам и так далее, когда мы собираем 350 тысяч. Мы ожидаем с нетерпением результатов переписи, которая пройдет в 2020 году в октябре месяце. С 1 по 31 октября пройдет перепись. И мне очень интересно, сколько нас с вами на самом деле. Поэтому просьба, когда к вам придут, постучаться в двери, скажут перепись, откройте двери, расскажите все про себя, чтобы мы понимали, сколько мы с вами вырабатываем мусора, сколько нам с вами нужно воды, сколько нам нужно мощностей света и так далее, и так далее. Это очень важно. Расскажите все про своих детей и внуков, чтобы мы понимали, сколько нам готовить мест в школах, сколько нам готовить мест в садиках и так далее. Ну, вы понимаете, для чего нужна перепись. Работа общественного транспорта по-прежнему оставляет желать лучшего. И это тоже задача 2020 года. Проанализировав маршруты, я сделала для себя довольно печальный вывод о том, что, например, по проспекту Ленина ходит у нас 16 автобусов, а по соседней улице Ярославского, которая тоже довольно новая, нормальная улица, она без всяких изъянов, от начала до конца не ходит ни один автобус. Ну, тройка, она сворачивает же там на Октябрьской и так ходит. От начала до конца ни одна не ходит, да, вот поэтому это же тоже неправильно. Вот. И вот такие вот вещи происходят. И вместе с тем, значит, все хотят ездить по проспекту, но никто не хочет ездить в пригородный. Или никто не хочет ездить там, продлять маршруты в Сайсары. Находят любые отговорки, лишь бы туда не ехать. И освещенность там плохая, и улица там плохая, и что там еще плохое. И поэтому вот это, конечно, мы сейчас совместно с маршрутниками, я им проговорила, молчат. Но, видимо, молчание же знак согласия, да, значит, видимо, согласны. Будем сейчас работать. Так, необходимо увеличивать количество теплых остановок. Вот. Необходимо пересматривать нам серьезно очень договора с водителями маршрутных автобусов, потому что я вот буквально вчера попросила, чтобы для меня подготовили информацию о происшествиях с участием маршрутных автобусов. Статистика, друзья мои, довольно печальная. У нас за 2019 год произошло ДТП с участием маршрутных автобусов с материальным ущербом 59, с пострадавшими 25 ДТП. Вот с такими маршрутными автобусами мы будем сейчас разбираться, смотреть условия контракта. Потому что я понимаю, что водители маршрутных автобусов – это субъекты малого и среднего бизнеса, со всем уважением, но тем не менее жизнь и здоровье людей для нас всегда будет стоять на первом месте. Про теплые остановки я вам сказала, про ремонт школ сказала. Мы с вами должны все-таки продолжить уделять должное внимание работе управляющих компаний. Я вот всегда говорю, что своим подчиненным, я, наверное, им надоело уже, повторяю одно и то же. Для того, чтобы понять, что нужно сделать, вы вот проснитесь, вы же тоже, говорю, в этом городе живете, и посмотрите глазами горожанина. Сначала вы выходите в подъезд. Тепло ли в подъезде, помыто ли в подъезде, работает ли там система отопления, не выбиты ли стекла, стоит ли дверь. Так? Выходите во двор, смотрите, санитарная точка, убрана, не убрана. Вы можете из дома выйти в туфлях или вы должны выходить в резиновых сапогах. Нет ли там бродячих животных или вам нужно выходить с палкой, там, с охранником, с электрошокером и еще с чем-то. Да? Идете вы по темной улице до остановки или по светлой улице до остановки? Вовремя ли подъезжает ваш автобус? Или вы там мерзнете без теплой остановки, там, и без каких-то этих вот вещей, да? Ну и так далее. И когда вот такую вот тропинку для себя выстраиваешь, тебе становится понятно, на что в первую очередь ты должен обратить внимание. Ну да, городские проблемы гораздо сложнее. Я могла бы вам рассказать очень много
о том, что мы сделали для инвентаризации земельных участков, для внесения в систему Росреестра кадастровых планов города, о том, что у нас мы приняли на начало 2019 года 9 тысяч бесхозяйных объектов по городу Якутску, и 900 в этом году мы инвентаризировали, это 10%. Мы наконец-то добились схему теплоснабжения высокого давления. До середины 2020 года мы должны закончить схему газоснабжения низкого давления. У нас кое-где надо подкрутить схемы теплоснабжения. И много-много всякого. Но я думаю, что это такие специфические вопросы, кому будет интересно, мы сейчас ответим. Ну и, конечно, мы с вами 2020 год, очень важно для нас, это год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. И все наши помыслы в этом году, вся наша общественная городская мысль должна быть направлена на то, чтобы, во-первых, воздать благодарность тем героям, которые отстояли мир на нашей земле, и сделать все в назидание потомкам, чтобы эта ситуация никогда не повторилась, чтобы не было войны. Чтобы люди ценили мирную жизнь, мы должны своим детям рассказать. Потому что если наши с вами дети, внуки чего-то не знают о Великой Отечественной войне, о тех потерях, которые понес советский народ, то это наша с вами вина. Так ведь? Это мы не научили, это мы не рассказали. Поэтому вот этот год к 70-летию Победы мы должны с вами как можно больше сделать для сохранения истории, и чтобы истина и правда о потерях, о героизме, о свершениях советского народа, она восторжествовала. Ну, вкратце так. Пожалуйста, задавайте вопросы. Да, микрофон, пожалуйста, или очень громко говорить. Здравствуйте, уважаемая Сардана Владимировна, уважаемые присутствующие. Яхонтов Олег Партакович, автономная некоммерческая организация, научно-экспертный центр права. У меня вот такой вот вопрос такого плана. У меня, значит, вопросы и предложения по неудовлетворительной работе Департамента жилищных отношений города Якутска. Потому что все-таки жилищный вопрос испортил не только москвичей, но и якутян, как говорится. Поэтому жилищный департамент, как и земельная служба, это своего рода коррупционное логово, последний, так сказать, оплот, который необходимо реформировать и как-то преобразовывать. Какие есть предложения, кроме обвинений? Это не обвинение, это вот... Это обвинение, логово, коррупции. Что еще сказать? Это утрированно говорю. Нет, просто, ну давайте конкретно предложение. Как вы предлагаете улучшить? Конкретное предложение такое. Вот до сих пор функции Департамента жилищных отношений не переданы многофункциональному центру «Мои документы». Вот эти предложения я адресовывал Общественной палате в ноябре. Так сказать, с моей стороны было инициировано собрание, круглый стол, но Общественная палата вроде бы послушала, но никакого ответа также не дала. Это города Якутска во главе с Высоких. Также у меня вот предложение, почему МФЦ необходимо передать? Потому что отдел учета граждан постоянно предъявляет определенные какие-то требования, документы принести, справки Все, и так далее, которые не предусмотрены регламентом, административным регламентом и федеральным законом, республиканским законом о порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Хорошо, давайте я отвечу, я поняла вас. Значит, я попрошу у Общественной палаты, чтобы они ваши предложения мне передали, потому что мы как раз до 15 января принимали все пожелания по внесению изменений в административные регламенты.
в административные регламенты, и создана большая рабочая группа, в том числе входят туда и депутаты Государственного собрания Илтумен, депутаты Якутской городской думы, представители Общественной палаты. Рассматриваем все предложения, поэтому, пожалуйста, значит, ну, можете сами мне внести эти документы, да, давайте посмотрим и сделаем. Я сама думаю, что если что-то может делать вместо нас многофункциональный центр, ну, это же прекрасно. Никакой проблемы не Хорошо, вижу. спасибо. И еще вот вопрос по тому, что у нас на сегодняшний день в городе Якутске норма предоставления 12 квадратных метров, в то время как в других городах 15-18 квадратных метров. То есть у нас самая наименьшая норма предоставления, и эти нормы можно увеличить, если собрание депутатов изменит свое постановление, и как-то необходимо тоже как-то увеличить норму предоставления. Светлана Потому что, Емельяновна, что например, скажете по этому поводу? если для инвалидов предоставляется... Микрофон Светлане Емельяновне дайте, пожалуйста. А кому? Светлана Емельяновна, ну что вы сидите-то? Вы покажите, где вы, обозначите. По норме учетной очень коротко. Да, норма предоставления так и есть, 12 квадратных метров. Это полномочия Якутской городской думы. Практически в своем вопросе он ответил. Но депутаты Якутской городской думы здесь есть. Но норма предоставления, она как решит-то вообще? У нас все равно, к сожалению, очередь городская не двигается. Ну, дело в том, что у нас в городе состоят на учете более 6 тысяч людей. И во внеочередном порядке мы оказываем содействие. Вот каждый год получает при нашем содействии более 10 инвалидов каждый год. Но по инвалидам вы же понимаете и вы знаете, что это не полномочия мэрии города Якутска. Тем не менее мы выдаем, а потом в судебном порядке мы получаем эти деньги с правительства республики. Да, совершенно верно. Но с 2018 года при Александровой и Новолоково очень волокита появилась. Раньше уж как-то быстрее все это было, а сейчас очень трудно исполняются решения Якутского городского суда, апелляционное определение Верховного суда, которые вступили в силу. То есть Ну, вы знаете, исполнительные производства я уже должна- длятся год и более. Я должна вам сказать, что это не вина Александрова и Новолокова. Это вина дефицитного бюджета города Якутска. Вот. Поэтому исполнительные листы все лежат, решения судов лежат, но, к сожалению, вот департамент финансов здесь, депутаты Якутской городской думы, которые бюджет принимают здесь, они понимают, что дефицит бюджета есть такой. Но я понимаю, что решение суда надо исполнять. Но вы, пожалуйста, я всегда советую, не переходите на личности. Не надо. Это не личности, Если это вы общие вопросы. Еще вот Нет, вопрос. подождите, мой Еще хороший. вот вопрос. Уважаемый, обращаю внимание, логово коррупции, значит, фамилии. Если вы знаете, что кто-то, значит, там в логове коррупции чем там занимается, обращайтесь в прокуратуру. Голословно здесь никого обвинять не надо. Договорились? Вы юрист, вы это понимаете. Так, еще вот вопрос. Я вот прочитал отчет по итогам деятельности, да. Здесь вот хотелось бы узнать, сколько денег предусмотрено и будет предусмотрено для помощи бездомным людям. Вот они, которые оккупировали теплые остановки и так далее. То есть складывается такое впечатление, что безнадзорным животным внимания больше, чем бездомным людям, в том числе инвалидам. Насколько мне известно, что безнадзорным животным выделяет 7 миллионов рублей. Еще Людям не вы. не знаю, сколько выделено. Семен Иванович, Хотелось ответьте, бы пожалуйста. поддержки. По бездомным еще ничего не выделили. 0,0 копеек по бездомным. Ой, извините, безнадзорным животным. Так, Матвеев Семен Иванович, руководитель управления социальной защиты населения города Якутска. В муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Якутска» на поддержку людей, оказавшихся без определенного места жительства, вы имеете в виду, да? На это денег не предусмотрено, потому что это республиканские полномочия. Здесь присутствует у нас директор комплексного центра поддержки населения города Якутска Наталья Николаевна, депутат вашего округа, да? Она может сказать, сколько предусмотрено средств
по республиканскому бюджету на 2020 год. Добрый вечер. Лидия Сароватская, председатель Женсовета Губинского округа. Сардана Владимировна, мы хотели бы задать вопрос. Да, у нас Губинский округ считается одним из многочисленных по населению, да, и у нас в прошлом году, в декабре буквально, да, мы создали волейбольную команду под территориальным названием Губинский. И наши девушки, волейболистки участвуют в высшей лиге по чемпионате города Якутска, да. Но так как у нас очень много населения и социальные объекты перенасыщены графиком, да, возможность заниматься спортом, к сожалению, для любителей, для профессионалов создают большую проблему. И хотелось бы уточниться, возможно ли, например, в течение 10 или каких-то лет вообще в Губинском округе будет ли построен спортивный комплекс или зал, или что-то в таком роде, чтобы хотя бы люди имели возможность, да, заниматься, потому что это единственная команда, которая несет территориальное название и вышла на высшую лигу. И хотелось бы, может быть, со стороны мэрии поддержки для того, чтобы продвигать здоровый образ жизни и пропагандировать. Но, смотрите, значит, я когда выступала, спасибо, когда выступала, говорила о том, что у нас не хватает средств даже на ремонт школ и детских садов. Поэтому, безусловно, тот вопрос, который вы ставите, он очень важный и он очень нужный. Да? Но сразу скажу, в 2020 году это нереализуемо. Это нереализуемо, к сожалению. Да? Но тем не менее, вот здесь начальник управления спорта Константин Семенович Бурцев присутствует. Давайте мы с вами посмотрим по этой команде, найдем где-то зал, где они могут заниматься здесь. В график их как-то поставим, хорошо? Константин Семенович. Я хотел бы просто добавить, это очень хорошо, что у нас число занимающихся физической культурой и спортом растет. У нас в чемпионате города Якутска по игровым видам спорта участвует только 325 команд. Это не проблема не только вашей одной команды. У нас 325 команд, поэтому... Надо всем 325 командам помочь. Поэтому это не у нас и физически, и материально не хватает спортивных залов. Все спортивные комплексы, которые находятся в городе Якутске, это они республиканского подчинения. У нас только детские спортивные школы. Поэтому они все забиты. Если вы с осени надо и где люди должны заниматься-то у нас? Куда все клубы занимаются или они арендуют. Подскажите, как нужно сделать. Вы знаете, не надо так вставать и говорить, это невозможно, мы этого делать не будем. Помочь-то надо. Я им советую обращаться к организации, спортивные залы это и Константин Семенович, неправильно. Давайте сделаем так. Девушка к вам подойдет, и вы посоветуете, как решают эту проблему остальные клубы. Хорошо? Хорошо. Договорились? Вы знаете, все-таки не прозвучало ответа по лицам без определенного места жительства, внятного, да. Но, во-первых, вы обратили внимание, что Семен Иванович обратил наше внимание на то, что работа с лицами без определенного места жительства не является полномочием города Якутска. Я должна здесь объяснить сразу про полномочия, да. Все полномочия в Российской Федерации поделены на 3 уровня. Федеральный, субъектовый, в данном случае республиканский, и муниципальный. Вы все платите налоги. Предположим, в месяц вы заплатили 10 тысяч НДФЛ, это 13% от дохода. Да? 10 тысяч вы заплатили НДФЛ, это поступает в разные уровни бюджетов. 4 тысячи рублей поступает в бюджет города Якутска из ваших денег. 6 тысяч рублей уходит в вышестоящие бюджеты. И у каждого есть свои обязанности. На 4 тысячи рублей город Якутск должен обеспечивать текущее содержание объектов. С микрофоном помогите мне, пожалуйста. Обеспечивать текущее содержание школ, детских садов, должны ремонтировать дороги, уличное освещение, падает постоянно,
Вот, уличное освещение мы должны делать, да, ну и много-много других задач. На 6 тысяч рублей, которые ушло в вышестоящие бюджеты, должно, значит, кроме всего, ну, я не знаю, что на 6 тысяч рублей, давай мы вот так подальше и вот так зацепим просто. На 6 тысяч рублей мы, соответственно, ждем от вышестоящих бюджетов выполнения их полномочий. И в том числе работа с лицами без определенного места жительства, любая социальная защита, поддержка, выплата пособий, выплата пенсий, значит, и работа с безнадзорными животными, это должно происходить за те 6 тысяч рублей, которые вы отправляете в вышестоящие бюджеты. Понятно, да? И когда я говорю о том, что это не полномочия города Якутска, это не значит, что город Якутск от чего-то отказывается. Нет. Это значит то, что за те деньги, которые каждый бюджет получает, должны выполнять свою работу. Но тем не менее, значит, в городе Якутске неоднократно проведена очень хорошая акция, называется «Путь домой». Она проводится под патронажем уполномоченного по правам человека Сарданы Михайловны Гурьевой. Участвует в нем окружная администрация, управление социальной защиты, участвует столичная полиция, участвует Министерство здравоохранения в лице управления здравоохранения. Обследовано несколько сотен, почти там 1000, по-моему, да, людей без определенного места жительства. Им проведено, значит, медицинское обследование, им назначено лечение. Они помещаются в Центр социальной поддержки Терях, где они могут проживать определенное время. Вот я говорю, Наталья Николаевна Пахомова здесь, депутат Якутской городской думы, как раз возглавляет один из таких центров, да, вот, расскажет. Значит, их отправляют домой, с сопровождающим и так далее, их отправляют домой. Но это свободолюбивые люди, которые возвращаются обратно. Значит, принимаются меры по восстановлению документов. Да, паспорта у них утеряны, все у них там утеряно, помогают. Нельзя сказать, что ими не занимаются, но они возвращаются. И вот и проблема теплых остановок в том числе. Автовокзал, Октябрьский округ очень сильно жалуется, там тоже засилие. Эта проблема есть. Наталья Николаевна, пожалуйста, если есть что добавить. Добрый день всем. Ну, Сардана Владимировна досконально в целом объяснила. Действительно, горожан очень беспокоит проблематика лиц без определенного места жительства, но, к сожалению, задававший вопрос вышел, поэтому я не стала будировать этот вопрос. Для информации, действительно, в отделении Терях, которое является единственным отделением, которое на профессиональной основе занимается с лицами без определенного места жительства на уровне всей республики, конечно же, проводится очень большая работа. Мы в прошлом году оказали социальную помощь, адаптировали более 700 человек. А в год мы предоставляем по всему городу Якутску около 1 миллиона не видов, а единиц социальных услуг, включая все надомное обслуживание, стационарное обслуживание, дневной стационар и так далее. По городу Якутску у нас проводится плановая, конечно, работа. Мы с городом Якутском очень плотно работаем. На содержание одного отделения Терях, который на 80 койко-мест, в год предусматривается 7,5 миллионов на содержание всего этого одного отделения. А в нашем центре 15 таких отделений, которые не только занимаются лицами без определенного места жительства, а оказывают надомное обслуживание. А в городе Якутске у нас такого надомного обслуживания предоставляется где-то на 800 человек. То есть это те лица, которые одиноко проживают или одиноко проживающая супружеская пара. Коротко так. Здравствуйте, Сардана Владимировна. Добрый вечер всем. Меня зовут Голдобина Ольга Владиславовна. Я председатель родительского комитета школы номер 21. Ну, в первую очередь хочу сказать большое спасибо за то, что все-таки у нас будет проведен ремонт в нашей школе, потому что мы с администрацией школы несколько лет боролись, и кроме завтра и подождите ничего не слышали. Здесь конкретный ответ. И у меня, соответственно, как у председателя, как у мамы вопрос. Вот наш округ находится на берегу реки, у нас очень много воды. Площадь Победы наши дети ежегодно готовят к 9 мая. Мы ежегодно выводим детей, моем памятники, прибираем ее. Мы занимаемся высадкой цветов, и они там, извините, успешно вянут.
Сардана Владимировна, рассмотрите, пожалуйста, возможность проведения системы орошения. Река вот она рядом, можно же пару ведер зачерпнуть и полить все, что наши дети сделали. А оно успешно вянет, потому что машина, проезжая вдоль дороги, конечно же, поливом то, что находится на обочине дороги, занимается, а то, что внутри площади находится, конечно же, нет. И детям очень обидно на следующий год, когда опять поднимаешь этот вопрос внутри школы, с детьми надо работать, дети должны понимать, что такое Площадь Победы. Мы все-таки боремся за патриотизм. Просто разводят руками, оно же все равно завянет. Очень правильно, Ольга Владиславовна, говорите по озеленению. Это проблема вообще в целом города Якутска. Значит, 2018 год был довольно неудачным в плане озеленения, поскольку мы решили поручить это студентам ЕГСХ. Студентам ЕГСХ решили централизовать это все. Значит, там, где у нас остались и сажали цветы частные предприниматели, ситуация была гораздо лучше, чем там, где мы по контракту, доверили эту работу ЕГСХ. Что касается системы орошения, мы нынче будем ремонтировать Площадь Победы. Площадь Победы и департамент градостроительства здесь, департамент жилищно-коммунального хозяйства здесь, глава управы здесь, пожалуйста. Это предложение очень хорошее по системе полива. Я не думаю, что это так дорого стоит. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Единственное, что, конечно, на зиму не забудьте убрать потом, а то у вас там это все под снегом и останется. У нас так бывает. Как снег выпадает, мы все куда-то разбегаемся, то ли снежки бросать, то ли там на коньках кататься, и все пропадет, оно пропадом, все останется. Поэтому надо не забыть. В целом, что касается озеленения, вот мы недавно с Асеном Сергеевичем эту тему тоже обсуждали. Мы считаем, что газоны – это экономически очень дорого для города Якутска. Экономически очень дорого для города Якутска, поймите меня правильно. Безусловно, это красиво. Но это требует постоянного полива, это требует постоянного ухода, специальных мероприятий по аэрации этих газонов, и много-много разных специальных работ. Поэтому на сегодняшний день дефицитный бюджет города Якутска не позволяет содержать такое огромное количество работников, озеленителей, которые могли бы эту работу проводить. При реконструкции площади Ленина, проспекта Ленина, которая начнется в 2021 году, мы решили пойти по пути больших европейских городов и сделать озеленение крупномерами. Посмотреть, но для этого нам теперь нужно создать с вами в городе Якутске питомник посадочного материала. Потому что абы что притащить из лесу посадить – это не наш вариант. Потому что корневая система у северных растений, она совершенно другая. Мы об этом можем говорить долго, но недавно рассматривали это на научно-техническом совете, и вот такие рекомендации они нам дали. Поэтому озеленение, в принципе, действительно. В этом году будем возвращать обратно все в частные руки. Пусть садят, у них получается хорошо. Согласны со мной? Микрофон включите, пожалуйста. Ну, действительно, там же ведь еще детское отделение, то есть очень много мам приезжает. Так, и вообще все туда ходят. Смотрите, давайте мы сделаем следующим образом. Аял Семенович, пожалуйста, обследуйте территорию, которая за поликлиникой. Да? Стоят у нас там гаражи. Давайте посмотрим. Киоски? Гаражей нет там? Гаражи самой поликлиники там есть? Давайте НТО это посмотрим, хорошо?
НТО это посмотрим, до какого у них срок аренды, можно ли их куда-то перенести, потому что, ну, опять же, это субъект... А? Что есть? В общем, на контроль это возьмите, попробуем за счет оптимизации, потому что там где еще сделаешь? Ты через дорогу не сделаешь, сбоку не сделаешь. Ольга Юрьевна молодец, территорию свою огородила вовремя, иначе бы вас бы превратили в парковку. Наверное, из-за этого и отгородились. Очень правильное решение, здорово. Вот, поэтому только если мы сзади сделаем что-то, наверное. 202 микрорайон, корпус 13, Сташкова Наталья. У меня подобный вопрос. Поскольку мы его поднимаем давно, и буквально на протяжении, наверное, 5 лет, если даже не больше, это вопрос озеленения, мы уже сейчас только говорили, но тем не менее микрорайон наш строился с 1965 года, до настоящего времени нет нормальных плановых газовых насаждений, газонных. Микрорайон голый и грязный. Я знаю, что по планам строительства, когда сдают, допустим, дома, вокруг уже подразумевают насаждение деревьев. Цветочки, конечно, садят, и мне тоже было такое сведение дано, сообщение такое, что в год на округ выделяют чуть ли не 1,5 миллиона средств. Ну, это, видимо, все уходит на цветочки, а деревьев у нас так по-прежнему нету. Значит, дальше у нас бесконтрольная установка киосков по всему микрорайону. Этот вопрос тоже не единожды поднимался. Мы даже делали фотосессию, предоставляли все это и в мэрию, и у нас в округе. То же самое, киоски ставят везде, где можно, где есть только свободные места. Хотя на этих местах можно было бы поставить маленькие скверики с аллеями, и с деревьями, скамеечками и освещением. Большие территории причем, и все это заставляется бесконтрольно, ну как сказать, некрасиво, всяко разно, кто подальше, кто поближе, и всякие разные. Киосков этих так много, что у нас ведь достаточно и магазинов тоже. И я понимаю, если бы была какая-то необходимость в этих киосках, другое дело. Но эти киоски можно было бы как-то, не знаю, куда их переставить и что с ними сделать. Следующий вопрос поликлиники. Сейчас только поднимали этот вопрос по поводу установки, вернее, как правильно это сказать, парковки автомобилей. Сзади за поликлиникой достаточно места. Можно убрать эти киоски дурацкие. Если стоят какие-то там контейнера для поликлиники, их тоже можно было бы оформить под крыльцо. Сзади, с задней стороны у поликлиники высокое крыльцо, и под крыльцом можно было бы организовать какие-то хранилища, тоже также и маленькие контейнера, что-то в этом роде и так далее. Поэтому этот вопрос вообще очень острый. Некуда ставить машины. Машины стоят на остановках перед поликлиникой. Автобусу невозможно остановиться. И люди, и машины все в кучу. Там даже на газоны заезжают. Там, где должна была территория быть для озеленения какого-то или еще что-то. Что? Еще вот немножко. Ну, потому что это злободневное, и я не говорю впустую. Вот. По поводу автобусных остановок. Тоже не оформлены остановки никак, скамеечек вообще никаких нету. Микрорайон расстраивается, и мы стоим, и народ стоит, и без прикрытия, и без нормальных скамеек. Вот. Сейчас я быстренько еще... Так, и, значит, у нас такой вот вопрос. Люди снесли холодные гаражи, и многие люди, у нас стариков очень много, ветеранов войны там и так далее, у них эти гаражи стояли холодные. Сейчас не знаю, куда люди развезли их и так далее по городу. Есть такое предложение, или просто, вот как сказать, посоветоваться, что ли, с вами. Напротив Прогресса, прямо на лугу через дорогу, стоят тоже какие-то чьи-то гаражи, какие-то там стоянки. Можно было бы их, наверное, расширить, там территория достаточно, и хватило бы места для гаражей для 202-го, для 203-го микрорайона. И последнее, все сейчас скажу. Сейчас по интернету идут, значит, сообщения по поводу того, что у нас прямо чуть ли не законы выпускаются по поводу изъятия органов у людей, которые там то ли умирают, то ли не умирают, или что-то прямо жуточки такие, просто ужас. Как вот по поводу этого у нас Минздрав что-то решает, что-то знает, и чтобы объяснили нам. Все. Так, спасибо. Молодцы, здорово подготовились. Значит, Ольга ну вообще, что 202, что 203 микрорайон, я бы, конечно, очень хотела похвалить старост.
Потому что это как раз вы приближаетесь, старосты 202 и 203 микрорайона, приближаетесь к тому идеалу, к которому я стремлюсь в городе Якутске. Чтобы в каждом микрорайоне была такая активная общественность, самоуправление жителей, которые стали бы вопросы вот так вот целенаправленно. Я сейчас на все отвечать не буду, потому что кое на что ответила, кое над чем мне нужно подумать. Когда Юрьевна мне все торжественно вручила под все камеры и под все прямые эфиры, значит, обязуюсь вам ответить, хорошо? Но по поводу я когда прочитала про трансплантацию, я прям удивилась. Объясните нам, пожалуйста, а то мы сейчас друг друга напугаем здесь. Леонид Аркадьевич Опросимов, начальник управления здравоохранения города Якутска. Ну, это на самом деле для меня шок, конечно. Я, во-первых, не видел вот эти рассылки, да, но тем не менее, вот авторитетно скажу, такого нет. И не может быть априори. Понимаете, это преследуется законом, во-первых. Во-вторых, ну это нелогично просто-напросто. А вообще вот смотрите, если с человеком происходит какой-то несчастный случай, и по умолчанию могут изъять органы? Нет, это юридически должно незаконно. быть согласие. Да, конечно, конечно. Да. Вот так. Мы вас немножко успокоили? Хорошо. Пожалуйста. Здравствуйте, Сарданова Владимировна. Ислам Николаевна, мы потом ответим про киоски. Одним списком ответим, все обследуем. Угу. Приветствую всех сидящих. Вас, уважаемая Сарданова Владимировна. Меня зовут Каблов Михаил. Я являюсь организатором, основателем сообщества активных неравнодушных горожан «Урбанисты Севера». Также являюсь старостой первого корпуса на 203 микрорайоне. А это я с вами переписываюсь, да? Да. Да, спасибо, что убрали те рекламные штендеры. Многие горожане нас поддержали. У меня много замечаний по 203 микрорайону, но постараюсь быстро пробежаться. Наши жители постоянно спрашивают насчет моста через овраг между 202 и 203 микрорайоном. Насчет моста на улицу Хабарова, который был нарисован на рендерах застройщиков 203-го. Потом люди возмущаются, почему убрали остановку Хабарова на Суворонова Малона, реконструированный в 2019 году. Люди ей активно пользовались. Также там не хватает пешеходного перехода, потому что люди постоянно перебегают между 202 и 203 микрорайоном и не доходят до перекрестка. Сам перекресток проспект Ленина, Малона и Хабарова довольно опасный. Сегодня я там наблюдал в обед аварию. Джип выехал с 203 микрорайона в сторону площади Орджоникидзе, и ему в бок врезалась машина. Также там очень опасно для пешеходов, там можно поставить островки безопасности. Да, вы мне еще писали, что у вас тротуар узкий. Да, там тротуар узкий, а микрорайон очень многочисленный. Там уже 5000 человек проживает, а планируется 17 500. И оставлять машинам 15 метров дороги и людям 1 метр тротуара – это несправедливо. Также из предложений я вот был на улице 50 лет Советской Армии, да, там, где магазин «Блюз», там есть автобусная остановка на стороне магазина. Она, по сути, там нету автобусной остановки, ничего, да. Люди просто стоят, ждут посреди парковки магазина «Блюз», где она там в 2 ряда, и уворачиваются от машин. И между делом автобусы забирают людей, пассажиров. Да. Пожалуйста, есть на ДЮСШ теплая остановка с навесом, и там же холодная остановка, дублирующая. Я думала, только я это вижу. Постоянно говорю об этих 2 остановках. В одной займе, где находится, другая стоит. Это просто навесик. Сколько раз говорила уже. Ну ладно, хорошо, смотрите. Ну, во-первых, очень приятно познакомиться в реале, а то мы с вами только переписываемся. Вот. Действительно, те вопросы, которые вы ставите, они очень правильные. Мост через овраг. Значит, до 14 февраля, да, у нас, Аил Семенович? ППМИ, да, до 14 февраля принимаются заявки. Значит, от вашего округа поступило несколько заявок на финансирование из республиканского бюджета на строительство этого мостового перехода через овраг. Поэтому подождем результатов, надеемся на республиканское финансирование.
Так, по мосту на Хабарова, который был там на рекламных проспектах, ну, я, к сожалению, не видела. Давайте уточню, посмотрю, кто обещал, что сделал. Чисто с юридической точки зрения посмотрим. По остановке, которую убрали, значит, есть нормативы, по которым расстояние между остановками должно быть не менее чем 400 метров. Ближайшая остановка находится вот около Алмаз-Эргенбанка, так? И дальше там расстояние не позволяет. То есть надо или эту остановку сдвигать, или ту остановку вот оставить там, где она есть. Это нормативы, к сожалению. По пешеходному переходу сейчас не готова ответить, надо посмотреть. По опасному перекрестку Хабарова, ну, тут надо посмотреть, по какой причине произошла эта авария. Я пока с ГИБДД не разговаривала, уточню причины. Если мне скажут, что там надо что-то отрегулировать, что-то дополнительно поставить, то решение примем, потому что в связи с открытием этой дороги, кто-то параллельно говорит, смущает меня очень. Значит, потому что действительно сейчас поток будет очень серьезный. Если там есть изъяны в регулировании этого перекрестка, то мы решение примем. По узкому тротуару я вот прочитала, не успела вам ответить. Действительно, тротуар сейчас узкий. Но таково было проектное решение для того, чтобы пока ничего не делать вот с этим компенсатором. Обходили компенсатор, поэтому вышло так. Если бы мы начали делать тротуар такой, какой надо в проектном решении, нас бы заставили переносить эту, значит, трубу. И тогда мы с вами бы эту улицу Сорона Малона ближайшие 3 года бы не сделали, правильно? Поэтому мы подумали, решили, что как временное решение это пойдет, но мы обязательно тротуар расширим, потому что действительно неудобно. Он очень узенький, даже для мамочек с колясками там довольно сложно. А уж разойтись там 2 мамам с колясками, да, вообще невозможно. Поэтому эта проблема есть. По блюзу поняла, на контроль приняли, решение сделаем. Ну и коллеги, по остановке. И я вам говорила своим коллегам, значит, с отдела транспорта, и здесь вот уже и жители нам говорят о том, что глупость иметь 2 остановки, тогда как на некоторых вообще ни одной. Уберите этот навес, пусть люди стоят в теплой остановке около ДЮСШ. Кому надо, тот меня услышал. Так, Сардана Владимировна, добрый вечер. Всем добрый вечер. Ну, я, наверное, как бабушка, да, Барашкова Нина Афанасьевна, сейчас как бабушка. Как раз по 203. Когда это вы успели стать бабушкой? У меня уже 5 внуков, Сардана. Уже? Да, Поздравляю. одна третьеклассница, вот 33, и вот АИКГТ мы пошли в 1 класс, да. Ага. И меня вот действительно вот волнует, когда мы выходим с АИКГТ, да, ну, сами знаете, да, там парковочек нет, действительно, значит, очень узкий тротуар. И он сейчас весь заснеженный, очень там много по тротуару, когда идешь вот эти вот Голдобины и так далее, и строительный мусор остался, да, и практически действительно очень страшно сейчас, да, как приходится детей встречать, а тех, кого не встречать, идешь, как бы, ну, понимаете, о чем я, да. И сейчас будет весна, и я очень боюсь, Сардана Владимировна, да, за ребятишек. И есть ли, наверное, какая-то временная схема, значит, установки знаков, каких-то хотя бы временных, да, и вот сейчас, если даже эта дорога кому-то не передана, или это вот тротуарная часть вокруг этого забора, может, все-таки начнут его там приводить в порядок, чистить и так далее. Если это мы не сможете, мы тогда, сегодня разговаривала, как АИКГТ, да, мы можем выйти тогда, родители, что ли, или кого-то выйти. У нас совет Губинского округа очень хороший, да, в принципе, мы можем такой клич дать и сами, если что, начинаем. Но вот эта вот траншея, о которой мы с вами сейчас говорим, да, Нина Афанасьевна, она не относится же к школе, она относится к застройщику. Вот сейчас главстрой здесь, пожалуйста, себе запишите. Уточните у застройщика, завершили ли они работы. Если они завершили работы, то одно дело, конечно, они должны закопать, надо добиться этого, да, разровнять и все в нормальное соответствие привести. Если они не завершили работы, надо уточнить, в какой срок они готовы завершить. Если они не могут внятно ответить, когда они завершат, то возьмем и закопаем. Нет, и еще я говорю еще не только про траншеи, еще вдоль забора, да. Вот где тротуар, вот этот, да, да чтобы да. тоже. Если, значит, главстрой не может, вы нам скажите, мы общественно сами тогда. Спасибо большое. Очень люблю таких людей, которые и проблему поднимают, и помощь предлагают. Это как у нас десантники пошли и сами все деревья вырубили. И никакого им ордера не надо на вырубку, ничего. Просто взяли и решили вопрос. Я говорю, все решает человек, правильно. Пожалуйста.
Владимировна, еще раз здравствуйте. Директор 21-й школы Ермолаев Сергей Артемович. Мы сейчас тоже думаем и по поводу уменьшения дорожно-транспортных происшествий со стороны учащихся. И совместно с Дворцом детства мы разрабатываем положение и хотим, чтобы дети сдавали тесты как водительское удостоверение, только удостоверение велосипедиста. И сейчас готовим письма, но, может быть, обращаемся к вам, чтобы вы помогли, чтобы эти удостоверения были над подписью начальника городской автоинспекции и представителя мэрии. Спасибо. Ну, насчет ГИБДД я ничего сказать не могу, будут они это подписывать или нет, но мэрия подпишет точно. Я считаю, что если у ребеночка будет такое удостоверение, это его самого дисциплинирует, правильно? И родителям будет спокойнее, что ребенка обучили, и можно на велосипедике его как минимум во двор выпускать. И пользуясь случаем, я хотел... Главное, чтобы наши детки не перепутали, что это не водительские права и на проезжей Пользуясь случаем, я хотел вручить вам годовой отчет о наших мероприятиях в виде календаря. Спасибо большое. И сфотографируется. Спасибо. Добрый вечер, Сардана Владимировна, Айсен Семенович. Ой, извините, Аял Семенович, и все присутствующие. Я представитель пожилого населения нашего округа, Совета ветеранов. И я все-таки хочу сказать, еще я волонтер школы 3-го возраста, поэтому я знаю, как много сейчас народу, ветеранов, не только ветеранов, но пенсионеров, сидящих дома, желающих чем-то себя занять. И это наше волонтерское движение, я считаю, очень помогает в этом смысле, что мы собираем всех желающих пенсионеров и приглашаем их заняться самосовершенствованием, саморазвитием дальше, не застывать на этом месте, на котором пенсионном возрасте, да? И поэтому наши ряды пополняют каждый день все больше народу, и хотелось бы, чтобы, конечно, чтобы они имели свое место где-то здесь, как школа 3-го возраста, во-первых, потому что 203-й микрорайон разрастается, и там не вся молодежь поселена, да? Там еще приезжают, и много тоже пенсионеров. Дальше. За эту остановку Хабарова я все-таки хочу побороться, потому что все-таки у нас не европейские стандарты, да, чтобы зимой в холодную морозную погоду там 400 метров обязательно пешком пройти до остановки, так? Тем более, что одна остановка вот стоматология, потом была Хабарова, было хорошо, да, а там дальше следующая остановка только на Черяева. Вот. Значит, получается, сейчас этой остановки нет, и мы вынуждены, если не вышли на стоматологию, нам надо на Черяево поехать, потом обратно, значит, там окольными путями добираться до дома. Вот это хотелось бы сказать. И еще общественный совет школы 3-го возраста хотел бы к вам на прием попасть, и есть нам о чем поговорить с вами в рабочей обстановке. Хорошо? Хорошо. Ну, по помещению школы 3-го возраста, к сожалению, я в 2020 году не уверена, что смогу этот вопрос решить, потому что мне в 2020 году нужно отремонтировать помещение Совета ветеранов, которое находится также на территории Губинского округа. Мне нужно деньги обязательно, значит, в этом году это сделать. Дальше я бы хотела сказать, что, вы знаете, открылась вот смарт-библиотека, там молодые девчонки директорами сидят, да, с удовольствием работают в субботу и воскресенье. И они с удовольствием ваши мероприятия какие-то, если вы в график встанете, они вас пустят. Да? Поэтому давайте в качестве временного решения в смарт-библиотеку попроситесь. Управление образования же здесь. Значит, да, урегулируйте, пожалуйста, это хорошо, чтобы время выделили, чтобы могли собираться. Там очень современные помещения, вам там будет приятно находиться. Луковцева присутствует здесь, Наталья? Вот. Плохо вижу, простите. Вижу. Высокая, тебя видно издалека, оказывается.
Вот старосты 203-го микрорайона молодцы, они сделали очень хороший добрососедский праздник. Многие из вас, наверное, принимали в этом участие. Это первый пример в городе Якутске, который я прямо сейчас вот, не то чтобы навязываю, да, но прямо очень советую всем остальным, когда соседи собираются, помогают друг другу, показывают свое хобби, что-то продают нужное, что-то покупают нужное, организовывают праздники, занимаются благотворительностью. И это очень хорошо, поэтому в смарт-библиотеке они это проводили, прошло замечательно. И вы знаете, может быть, вы участвовали, мы провели нынче первый городской фестиваль «Золотая пора». Многие из вас в нем участвовали же, да? Насколько было велико мое удивление, когда в первом городском фестивале, как мы его называем, взрослых, 60+, да, приняло участие более 3000 человек. Это не те, кто пришли посмотреть, поболеть там как-то, да, просто там, может быть, в следующем году. 3000 активных участников. Танцевали, участвовали в спортивных соревнованиях. В Инстаграм-конкурсе победила пара, старший участник, который был 98 лет, Инстаграм-конкурс, понимаете, да? Настолько молодцы просто, поэтому... Вот. Я это поддерживаю. Давайте для начала смарт-библиотеки, хорошо? А потом станем побогаче и что-нибудь мы с помещением придумаем. Я знаю, что вы недовольны, но я сейчас не найду. Я не найду. Ладно же честно отвечать, правда? А то бы я сказала, да, я сейчас что... Я для поликлиники не могу в 203-м микрорайоне помещение найти. Это очень большая проблема. Что касается остановки, коллеги мои управления дорог услышали. Нормативы нормативами, но мы это дело сейчас еще раз покрутим, посмотрим. Может быть, я и говорю, может быть, с той стороны сдвинуть немножко, чтобы там у вас остановка была. Надо посмотреть, ладно? Так, и что вы мне еще сказали? На прием. В понедельник в 5 часов приходите. Да. Значит, что касается тока, сегодня я направила письмо в Министерство предпринимательства. Вы знаете, что лицензии алкогольные выдает Министерство предпринимательства, да, на реализацию алкоголя. Для того, чтобы комиссионно завтра комиссионно, значит, пойти и замерить расстояние до детского сада «Звездочка». Вопрос там такой, что там или 45 метров, или 52 метра. Если 45 метров, то им торговать нельзя, если 52 метра, то торговать можно. Поэтому пусть комиссия... Не ворчите, подождите, они же еще не измерили. Они завтра пойдут совместно с общественностью, совместно со старостами и замерят так, как надо. Все-таки моя убежденность, что от детского сада близко, и нельзя им разрешать. Нельзя им разрешать. Мы будем сейчас вносить изменения в 316-е постановление окружной администрации, которое было принято ранее, увеличивать количество объектов, около которых нельзя размещать. И этим же путем мы посмотрим и 202 микрорайон в том числе. Аял Семенович, это поручение вам. Что касается безнадзорных животных. По безнадзорным животным, значит, тут две ситуации, де юре и де факто. Чисто, если брать по букве закона, на сегодняшний день республикой, городу Якутску не переданы полномочия по работе с безнадзорными животными. И на сегодняшний день не передано финансирование. В соответствии с законодательством это не обязанность окружной администрации на сегодняшний день. И городом Якутском подано соответствующее исковое заявление в Верховный суд Республики Саха-Якутия. Рассмотрение состоится 28 января. До тех пор, пока Государственное собрание Илтумен не примет новый закон, это не является нашей обязанностью. Это юридическая позиция. Фактическая позиция. Несмотря на это, понимая, что мы должны принимать меры для обеспечения безопасности наших жителей, всех горожан, особенно детей и лиц пожилого возраста,
Мы сейчас за счет резервного фонда, то есть собственных средств окружной администрации, эту работу проводим. Эту работу мы проводим. Значит, на завтра намечено еще одно совещание с зоозащитниками и пунктом передержки животных по вопросам отлова животных. Сейчас казус заключается в том, что должен быть специальный транспорт для отлова животных, товарищи. Это должно проводиться под видеонаблюдением. Если собака находится в машине более 3 часов, мы обязаны ее покормить и попоить. Убивать нельзя совершенно, Ольга Юрьевна, совсем нельзя убивать. И при отлове мы должны отлавливать гуманными способами, чтобы животное не испытало стресса, ну и так далее. По содержанию там тоже очень много всякого. Содержаться они должны в теплых помещениях, температура в которых должна быть не менее 15 градусов. Кормить мы с вами должны сертифицированными кормами, которые вбиты в единый федеральный реестр «Меркурий». Вода должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам по показателю питьевая вода. И так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, если мое личное мнение вы хотите узнать, то на сегодняшний день питание школьников стоит 54 рубля в день. Вот что меня возмущает, понимаете? Но мы не должны быть нигилистами правовыми. Раз федеральный закон принят, спасибо депутатам Госдумы, нам его придется исполнять. Поэтому мы ждем на уровне республики нормального регулирования нормативного, и мы ждем от республики правильного расчета субвенций, которые должны передаваться в городу Якутску. Мы должны построить приют. Я разговаривала на днях с департаментом ветеринарии, они мне представили предварительные расчеты 80 миллионов на всю республику. 80 миллионов на всю республику. С одной стороны, это много. А с другой стороны, если исполнять все требования федерального закона, то это не хватит даже городу Якутску, не говоря об остальных муниципалитетах. Я понимаю, у республики сейчас тоже проблема. И не только у Якутии проблема. У всех субъектов Российской Федерации проблема. У всех городов, у всех сел, поселков такая проблема. Но тем не менее, нам с вами вообще везет в последнее время. В прошлом году, 1 января, мы с вами начали с мусорной реформой. 1 января мы проснулись в новых отношениях. 1 января этого года мы с вами в новых отношениях с бродячими животными. Что нам приготовят законодатели к 1 января 2021 года, я даже гадать не боюсь. Но тем не менее, по мусору более-менее справились. Не без скандалов, не без взаимных упреков и угроз, но тем не менее ситуация более или менее двигается. По сравнению, например, с центральной Россией, где есть места, где вообще они утонули в мусоре, где случились народные бунты. И так далее, и так далее. У нас более-менее. Ну и по бродячим животным сейчас пободаемся, решение найдем. Самое главное, чтобы никто не пострадал. Ну, Светлана Николаевна, что по этому ЛЖКФ? Уже принимают контрольно-надзорные органы. Будем ждать их решения. Который из них? Какой надзорный орган? ММУ Якутская? Мы Якутская и Роспотребнадзор. И Роспотребнадзор. Все документы направлены, надо подождать решения. Мы не можем ответить за федеральные органы. Давайте вместе направим запрос и спросим. Предложение по тому, что кроме пандусов мы вводим в жилые дома, где проживают инвалиды-колясочники, подъемники. Так вот, подъемники по стандартам и по всем законотворческим документам должны передаваться в управляющие компании. К сожалению, ни одна управляющая компания себе на баланс эти подъемники не ставит. И,
ну, И понимаете, по обслуживать не хочет, техническим да. требованиям. И вот сейчас у меня конкретный адрес Богдана Чижика 3, где живет достаточно мобильная и активная инвалид-колясочник Лия Егорова. И у нее этот подъемник сейчас ну, сломан. И у меня просьба обратить вообще внимание на то, как мы будем действовать в данной ситуации. Так, давайте мы с вами поищем юридическое решение. Да? Подойдите, пожалуйста, к моему советнику, Александру Прокопьеву, вы знаете его. Да, он с этой проблемой, сами понимаете, знаком, да, и поищем совместное решение, как же нам дальше. Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо. Угу. Угу, угу. Спасибо, спасибо. Вот Константин Семенович подтвердит мои слова, что я буквально вчера задавала этот вопрос Константину Семеновичу. Константин Семенович, как же мы работаем с параспортсменами? Да? Был такой вопрос. Константин Семенович мне ответил, что денег нет, значит, параспортсменами должна заниматься республика, что центр, значит, вот параспортивный, он республиканский, должна заниматься. Но тем не менее, я говорю, ну давайте хотя бы нашу сборную готовить. Потому что я нынче на Амгинских спортивных играх болела за наших волейболисток, параспортсменок, и было видеть очень печально, что девчонки не готовы. Хотя очень старались, вот, мы с ними разговаривали, но вы знаете, кажется, есть какой нюанс. Очень много людей спортсменов, да, очень прописаны в районах. Потому что когда они прописаны в районах, у них пенсия на 2000 рублей больше. Как только человек прописан за пределами города Якутска, наши какие-то вот благие пожелания разбиваются об вот эту пресловутую прописку. Но давайте, Константин Семенович, мы эту ситуацию с разных сторон рассмотрим. Алексей Климентьевич что-то хочет добавить. Угу. Ну вот, видите, можно. Хорошо? Поэтому управление образования, связь, пожалуйста, держите. В новых объектах действительно доступность есть, и давайте, может, в вечернее время, там уж не будем никаких денег просить, просто зал, если возьмем, уже будет хорошо. Угу. Спасибо. Добрый вечер, Сардана Владимировна. Я представляю Совет ветеранов кинематографии Республики Саха-Якутия. И сегодня я удостоена вот такой чести передать вам слова благодарности, то, что вы в конце 2019 года, в канун 75-летия юбилейного года, подписали с Национальным центром аудиовизуального наследия Республики Саха-Якутия то соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Это хороший такой, как говорится, задел именно в преддверии 75-летия. Почему? Я хочу еще раз убедить всех сидящих здесь, вас лично, что наш этот центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия единственный во всем
дальневосточном регионе. Другие регионы нам завидуют белой завистью. Я была у себя на родине недавно, в Иркутской области. Там была студия, Восточно-Сибирская студия кинохроники, где хранились и наши документальные фильмы о Якутии. Там ничего нет абсолютно. И они, когда слышат, что у нас в Якутии есть такой киноархив, где хранятся около 40 тысяч эпизодов документальных фильмов, и где живая история войны, наших участников войны, это очень дорого стоит, Сардана Владимировна. И то, что вот вы подписали, я, кажется, мы уверены в том, что мы с вами это все должны организовать, чтобы во всех наших округах был свой киноархив, кинолетопись своя была. Уже есть, как говорится, начало. Одним из первых, в каком году? В 2018 году. В 2018 году начал свою кинолетопись своего округа, это Губинский округ. У них есть энное количество этих фильмов, которые теперь являются собственностью именно Губинского округа. Я хочу вас убедить в том, что в связи с 75-летием очень много серий, которые именно посвящены, которые были сняты в канун 60-летия Победы, где еще наши ветераны, многие, были живы, а сейчас многих уже нету. И когда вот смотрят, мы показывали, например, в 3-й школе, там женщина заплакала громко на весь зал в 3-й школе, когда мы проводили проект «70 фильмов до Победы». Она увидела своего мужа, она сейчас вдова. Это тоже было очень печально, очень горестно, но и для детей, которые сидели в этом зале, это тоже был урок памяти, урок вот именно поклонения вот этим людям, которые дали им жизнь. И поэтому я думаю, что это должно продолжаться. У нас этих фильмов очень много. И на сегодня я общаюсь со всеми округами. Они вот это соглашение слышали, читали, я им даю иногда. Но нам с вами есть, видимо, необходимость встретиться, как говорится, за круглым столом и проговорить еще кое-какие нюансы, успеть вот как раз в канун 75-летия Победы. Очень правильно. Очень правильно. Так. И потом мы вам передавали тоже документ один о создании зоны отдыха со священными сярьга кино Якутии. 3 сярьга. Это стоит там на горе над высшей школой музыки. И тоже наше киносообщество, мы взяли над этой территорией, как говорится, шефство, все убрали, и вот только нынче осенью мы собрали более 40 этих мешков мусора. Больше мусора нет, а раньше там было очень страшно. И вот эти все сярьга, они очень памятные, именно развитию, становлению кино Якутии. Эта сярьга, эта зона отдыха, она могла бы стать, как говорится, хорошим заделом для предпринимателей, для туристов. Хорошо, я поняла. Вот так вот. И это письмо у вас тоже было. Хорошо. Вероника Юрьевна, вы, пожалуйста, это письмо поднимите. Вот как раз к пешим маршрутам, которые вы должны завершить, надо, наверное, этот объект уже иметь в виду. И с Парниковым тогда вы ко мне подойдите, и мы посмотрим по плану мероприятий 75-летия Победы, какие нам надо корректировки сделать в этом году. Нет, хотелось бы собраться все вместе, даже с управами, чтобы они тоже поняли. Хорошо, хорошо. Евгений Васильевич, Им нужна дорожная карта. И еще. Необходимо будет с управами и с Центром аудиовизуального наследия еще раз собраться. Так, и еще, Сардана Семеновна, Владимировна, в 2017 году, в мае, был принят указ Владимира Путина о 10-летии детства. И в рамках этого указа Путина... Хорошо, что кто-то о нем помнит. Мы запустили проект «Народный мультик». Народный мультик. И он сейчас у нас действует, идет в наших округах. И я хочу даже вот просто вам представить вот этих зачинателей. Губинский округ всегда является зачинателем, организатором всех наших социальных проектов, которые были поддержаны Арсением Сергеевичем,
вот эти вот ваши народные инициативы, городской бюджет, вот это все. И Губинский округ является действительно модератором вот этих всех социальных наших проектов. Мы за это вам очень благодарны, что вы продолжаете вот эти все проекты. И мы надеемся, что мы с вами и дальше будем работать. И вот теперь я хочу тоже от имени вот этого киносообщества передать вам, вручить вот эту книгу, которую мы создали на грант Арсения Сергеевича Николаева. Очень много добрых людей будет за Ну, вы знаете, поскольку предваряет галерею удивительно добрых людей Арсений Сергеевич Николаев, у которого день рождения, давайте мы его поздравим с днем рождения. Ага. Сардана Владимировна, пожалуйста, прошу прощения. Я хочу вам передать вот эту свою эстафету молодому поколению, которое это вы объявили годом поколения. Пожалуйста, встречайте. Здравствуйте, меня Неркун Захаров зовут, да? Я бы хотел вам вручить наш проект, да, вот «Добрая карта». Мы ее запустили вот буквально в этом году, и в этом году будем осуществлять, то есть это Юрис Карамани, то есть это вот правовая карта мира. Отлично, спасибо. Дорогие друзья, у нас с вами какой регламент? Все? Потому что большинство здесь мамы, большинство здесь бабушки. Надо бежать домой, заниматься домочадцами, да? Нет еще, да? Ну, я хочу несколько... Ну, давайте последний вопрос. Ага. И не вопрос, я хочу благодарствовать и благодарные слова сказать. Уважаемая Светлана Владимировна, ой, Сардана Владимировна, волнуюсь прямо сегодня. Ага, значит, наша мечта семейная, мы готовы с Василием Гавриловичем, что установили улице Володи Губина, Владимира Сергеевича Губина бюст. Конечно, мы это дело еще при Савиновой начали, и вот нынче осуществили. Хочу сказать большое спасибо нашему губинскому руководителю Губинского округа, что собрали недостающие суммы, собрали от всех нашего населения Губинского округа, которого очень большой поклон вам всем, кто участвовал в этой как сборе денег. И особенно хочу поблагодарить большое спасибо Вячеславу Михайловичу, он энную большую сумму внес, чтобы этот бюст восстановился. Вы знаете, так прекрасно, так на душе, хорошо, что осуществляются мечты. Я хочу сказать, что в нашем Губинском округе живут великолепные, прекрасные, умные люди. Спасибо вам все. Добрый вечер, Сардана Владимировна. Меня зовут Айсен Иванов, председатель молодежного совета Губинского округа. Хотел бы выразить вам благодарность за поддержку молодежных проектов и передать вам цветы. губинцы совершенно меня задарили сегодня. Заканчиваем, да, мы с вами? Нет. Ага, пожалуйста. Здравствуйте всем. Меня зовут Наталья. Я хотела бы благодарить в первую очередь Губинскую управу. Я занимаюсь детьми, которые проживают в общагах. Мы проживаем на Губина 37. Да, это общежитие. Второй год уже совместно с Губинской управой мы проводим детей летний позитив. Да, уже 4-й год получается. 2-й год елку организовали. И какие-то мероприятия бывают постоянно. И у меня в проекте социальный
участковый. И я хотела бы благодарить Ивана Семеновича Матвеева, Семена Ивановича, да, они большую поддержку дают. Мы сами находим эти проблемных инвалидов, проблемных людей, которые к моему округу относятся, да, я им отзваниваю, они мне помогают и теряхом, и больницами. Ну, какие-то нюансы бывают. В основном у нас подростки, которые стоят на учете. На ПДН мамочки пьют, конечно. Ну и с мамочками работаем. Уже 5-й год вот этим занимаюсь. Спасибо вам большое. Второй, Это очень важная работа. И в этом году у нас второй раз мы проводим, да, фестиваль. И мы хотели бы вас увидеть в этом году. 20 февраля это будут участвовать дети СОВЗ, с нашего города, с нашей республики. В прошлом году 300 с лишним детей участвовало у нас в январе месяце. От сердца к сердцу называется. И дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И я хотела бы вам, Сардана Владимировна, сказать, да, ну, хорошо в том, что работаем, да, мы все, благо этих детей, да, но не забывайте, дети, которые проживают в общагах, им надо уделять внимание больше, потому что они сами по себе. Мы их где-то мы водим, да, на драмные кружки. В прошлом году они у меня ходили весь год на бассейн, на чолбон, да. Я сама бегаю, сама ищу этих билетов, сама добиваюсь что-то. Да, это о том, что мы плясать не умеем, конечно, хайповать не умеем, а мы делаем реальные дела. Спасибо вам большое. Но 20 февраля мы вас будем ждать. Спасибо, обязательно подойду. Ну, насчет вот билетов в бассейн, да, мы как-то разово помогали. Константин Семенович, давайте мы поговорим с бассейном. Давайте поговорим. Ну, пусть хотя бы там 10 билетиков там как-то они нам дадут. Ладно? Надо попросить. Я не думаю, что они нам откажут. Надо просто... Тем более детишки постоянно практически дома, а они в любое время могут прийти. Вы в управление спорта к Бурцеву подойдите, пожалуйста, потом, Константин Семенович. Хорошо? Угу. Вот Вероника Юрьевна стоит с красным телефоном. К ней подойдите и порешайте. Хорошо? Знаете ее? Ну, она жительница ваша тут, тоже с Губинского округа. Дорогие друзья, ну давайте заканчивать, да? Потому что, говорят, самое неблагодарное дело находиться между человеком и его ужином. Вот, а мы с вами сейчас все вместе коллективом попадаем в эту ситуацию. Я бы хотела сказать вам огромное спасибо. Огромное спасибо за вашу созидательную энергию, за позитив. У каждого из вас есть тоже свои трудности, есть свои проблемы, есть свои какие-то дела. Но, тем не менее, вы считаете необходимым и считаете нужным делать так, чтобы жизнь не только вокруг вас, но и вокруг ваших соседей становилась лучше. 202 и 203 микрорайон, повторю еще раз, это пример местного самоуправления в самом натуральном его виде. Огромное вам спасибо, и я желаю нам с вами хорошего года. Спасибо. Такой прямо...